На прямой эфир. Так, bir kişi. Так. İki kişi girdi. Так, hazır. Так, qancha kishi oldu? 6 kişi, 7 kişi oldu. Daha kütüp duralım şimdi emediler demet durup. Так. Так, buna. Так, 9 kişi efirde. Расулжан Абдрахманов, салам алейкум. Бахат Ташбаев, салам алейкум. Акбермет Абдукадыров, салам алейкум. Исрадин Суамбеков, салам. Кандайс Паке, Шугу, Рашид, привет, как дела? Твои яблоки до сих пор кушаю, Рашид. Рамиля, как раз это будет вопрос по тому посту, который я написал. По этому поводу есть некоторые соображения, и я хотел бы обратиться. Так, 12 kişi efirde kızılçayla жүрөбүз. Привет, Баха. Баха, тебя это тоже касается. Сен дагы бул тийиштен, сен да юристсиң. Рамиля Измайлова, нашим адвокатам всем скажи, хорошо было бы, чтобы они все зашли. Тоже здесь диалог, и если у кого есть желание, может дать запрос, и мы по нему сейчас вместе можем обсудить. Ты, Камчат Кадышевич, айткан боюнча, мына 16 киши oldu. Эржан Салмарбек, о, привет, Эржан, как дела? Все, жөнөтөм скоро дейсиң, хорошо, күтүп турайын. Да, Мастура, привет, как дела? Ты тоже юрист, тоже знаешь, что творится. Так, 15 киши эфирде добавить кулче плюс эмеден айтып турсаңар, көрсөтүп турсаңар, лайктан басып турсаңар, же поделиться кылып турсаңар, ошондо аудиторияны чоңойтуп алалы. Бүгүнкү тема, биздин основной тема, бүгүн мен канча күндөн бери күтүп отурам, биздин совет адвокатуры мындай жооп берет экен деп туруп могу күндөр күтүп отурдум. Баян Камчат Кадыршевич абдан туура нерсени айтты. Чынына келсе бул туура нерсе да. Соттор, адвокаттар, соттор пара алат, адвокаттар ортомчул деген. Бул туура нерсе. Ошонун негизинде азыр мына соттордун көбү ооруп калыптыр, бирок ошол темага ылайыктап ошону айта турган сөз бар да, муну айтыш керек. Мен ойлогом ошо все-таки совет адвокатуры чыгып айтат го деп, бирок совет адвокатурада биздин төрагабыз жок болгон үчүн эч ким мындай айта алган жок болуш керек. Бирок мен өзүм атыман айтайын, как мындайча айтканда, мен адвокатурада кечеки бала эмесмин, мен адвокатурада 20 жылдан ашык иштеп атам. Ошондуктан мен жок дегенде бир туура нерсени айтып коеюн деп ушундай чечимге келдим да. Таза адвокаттар мени колдойт эле болуш керек. Анткени мына баягы Камчат Кадыршевич айтып атат, мына момундай соттор пара алат, тинтет, анан адвокаттар биякта. Туура айтып атасыз, Камчат Кадыршевич. Туура, аныңыз чын, аны бар. Бирок бүт адвокаттардын баарын алып туруп ошонго мындай эметиштин кажети жок. Бул туура эмес. Мындайча айтканда, бул парага мына бияктан дагы эмелер, биздин орус адвокаттар да сүйлөшүп атыптыр. Мына бияктан эметип атышат. Орус на русском тоже скажите, потому что орус адвокаттарды көп. Тогда мен орусчасынан айтайын, жаман көрбөңүздөр, потому что биздин адвокатурада көп орус жарандар бар. Бөлөк
улуттардан да бар, ошон үчүн орусча сүйлөйм. Уважаемые друзья, уважаемые подписчики, фейсбукчане, а также мои коллеги-адвокаты. Значит, что тема сегодняшнего нашего эфира, моего эфира, наверное, будет то, что Камчет Кадыршаевич буквально недавно сказал, что судьи берут взятки, и адвокаты – это основные люди, которые заносят эти взятки. Я вот в этой части, я думал, что наш совет адвокатуры тоже как-то скажет об этом, что, уважаемый Камчет Кадыршаевич, я не скажу тоже, что среди нас, я не могу сказать, что среди нас нет таких, есть такие, но давайте, Камчет Кадыршаевич, всех под одну гребенку, всех адвокатов нельзя под это запускать. Также есть информация о том, что некоторые сотрудники милиции, есть оперативные сотрудники спецслужб, они специально ходят по клиентам нашим и уговаривают: давайте мы ваш вопрос решим, у вас дело возбуждено, вот у вас адвокат такой-то, давайте мы вам ваш вопрос решим, но вы дайте показания на адвоката, или же предложите ему деньги, а эти деньги адвокат отнесет судье, и мы сразу, адвоката и судью сразу хлопнем. Но дело в том, что в этой части еще и следователям то же самое идет. Последователям тоже самое идет. Поэтому в этой части немножко надо быть осторожным. Камчет Кадыршаевич, теперь давайте я вам всю как бы подноготную, если вам эта тема интересна, я вам мог бы рассказать эту тему даже вот так, при личной встрече, если бы вы встретились бы. Самое основное, адвокат сам не придумывает, сами подумайте, адвокат сам не придумывает ту часть, чтобы взять и пойти и дать деньги. Вот. А зачинщиком, основным зачинщиком, который приходит основным зачинщиком в получении каких-либо вознаграждений, выступает сам судья. Это во-первых. Вот. Замир Курамаевич тоже хорошо ответил Камчету Кадыршаевичу. Ну, здесь я от своего имени, как адвокат со стажем, я хочу тоже ответить. Дело в том, что судья сам говорит, что там может будет, или же я могу тебе решить вопрос. И тогда адвокат, уже видя на сегодняшний день проблему самого правового хаоса, то есть где существует телефонное право, или же сверху сдают задания, адвокат и его клиент, они вынуждены идти на такие условия. Если бы у нас было верховенство закона, само верховенство закона, и если бы действительно следствие велось бы законно, в следственных мероприятиях обязательно все признаки бы указывались, состав преступления рассматривался, то тогда другое дело. Потом в суд пришло бы, состязательность в суде была бы. И суд, если в действительности выносил бы справедливые и действительно законные решения, то слово получения взяток и слово взятки судьям, или же следователям, или же прокурорским, то такого бы не было бы. Это несовершенство самой системы. Система все прогнила она. Потому что просто если человек имеет власть или имеет связи, он в обязательном порядке идет и решает свой вопрос путем телефонного звонка. Надо вон того посадить. Следователь его сажает. Или же он политический оппонент, его надо посадить. Вот. Или же он оппозиционер, надо посадить его. И для этих случаев они используют разные моменты, все используют по-разному. Значит, использование это идет совсем интересным образом. Во-первых, дается команду следователю. Следователь, не видя признаков преступления, нет состава преступления, вот как по случаю с Автандилем, еще с другими ребятами, просто это человек, который сказал свое «я».
И этого человека надо убрать. А чтобы убрать, надо состряпать дело. Но дело состряпать тоже очень тяжело. И вот тогда они просто выдают какую-то экспертизу, где ничего не то. И все, и на этом предъявляют обвинение и закрывают человека. Закрыли человека, это хорошо. Закрыли человека, мы закрыли человека. Идут в суд, судья берет и закрывает человека. Когда дело начинает рассматриваться по существу, то тогда уже судья говорит: ой, это заказ это дело, ты что, я не смогу. Ты не сможешь иметь, ты просто рассмотри по закону. Есть статья, есть диспозиции статьи, есть комментарии к этим статьям. Рассмотри это и все. По закону рассмотрения нету. И тогда клиент сам вынужден идти искать выходы к судье, выходы к этим. И потом начинают адвокатам говорить: мы тебе столько-то дадим, зайди к судье, договорись с судье. Самая проблема именно в том, что вот это взяточное, вот это вознаграждение, взятки, это исходит из проблем телефонного права. Из-за телефонного права мы сегодня вошли в этот хаос. И вот когда вы начинаете говорить о том, что адвокаты, судьи там берут взятки, вы сами перестаньте, вы просто потребуете прозрачность следствия, вы потребуете качество следствия, вы потребуете качество приговора, вы потребуете, чтобы состязательность сторон было. Тогда вы не получите слово взятка. Вы не получите этого слова взятка. И тогда не будет этого мздоимства. Но дело в том, что мздоимство идет не со стороны клиента. Мздоимство идет сначала следствия. Это следствие ваше же ГКМБ, это следствие МВД, которые уже мздоимством занимаются. Дашь, сделают, или же ты что там сверху позвонили, сказали. И тогда клиент вынужден уже играть. Вот. И когда вот эти вещи все происходят, и вот это и получается. Камчак Адашевич, вы вот правильно сказали, что там судьи то-то, то-то. Но вы поймите саму суть того, что корень того зла, о котором вы говорите, корень зла зависит не от того, что адвокат там понес или дал, или же для решения вопроса, или же судья решил. Если бы изначально с момента дознания до приговора или сам до вынесения приговора был бы закон, то вот этих слов бы не было. Вот. Поэтому в этой части хотелось бы, Камчак Адашевич, сказать вам, что в этой части вас немного вводят неправильное, вам дают неправильное рассуждение. А ваше рассуждение, ваши слова, которые вы сказали, открывая Балыкчинское управление службы госбезопасности по Иркутской области, вы там сказали, что судьи, адвокаты. Но дело в том, что вы сказали, вы руководитель этого ведомства. Вы сказали, а ваши подчиненные: рад стараться, ваше величество. Вот так и они идут. И они сказали: рад стараться, и идут. Ну, я не скажу все сотрудники силовых структур или все сотрудники правоохранительных органов, но они говорят: рад стараться, и некоторые из них есть те, которые непосредственно занимаются просто стряпанием дел. Стряпанием. Вот есть команда, поставлена задача там, посадить 5 адвокатов, 5 судей, 5 прокуроров, 5 следователей. Вот. Сейчас это надо выполнять. Дают задание, начинают нас на прослушку ставить. Да прослушивайте сколько хотите, вы все равно, прослушивая нас, вы все равно не поймете, о чем мы говорим. Если вы даже поймете, то вы будете мнение следствия, что он хотел получить. Нет, никогда не бывает такого, чтобы мы там хотели получить взятку или еще что-то. Мы стараемся в своих силах, мы если защищаем клиента, мы любыми, это даже в законе об адвокатуре написано четко написано, что адвокат любыми путями должен защитить своего клиента. И мы защищаем своего клиента. Правдами, неправдами, но мы защищаем. Мы выполняем свою работу. Потому что нам человек приходит, платит нам гонорар. Мы этот гонорар должны работать.
Конституции Кыргызской Республики это четко прописано, что каждый гражданин Кыргызской Республики имеет право на юридическую защиту. И мы юридически начинаем защищать. А защищая, мы сталкиваемся с телефонным правом, и с начала дознания мы сталкиваемся с беззаконием. И из-за этого беззакония мы сталкиваемся с беспредельством следствия. Увидев беспредельство следствия, мы уходим в безответственность судей. Судьи тоже безответственность, боятся своей потери своей мантии, там, то все. И за счет этого они выносят тот приговор, который просто приносят некоторые сотрудники вот так вот. Вот зачитай этот приговор. Вот они зачитали этот приговор, и на самом деле... Но вы же понимаете, что если руководитель такого ранга говорит о том, что надо вот... Мы займемся судьями, я дал задание, то все. Они же начинают стряпать дела. А стряпает в адвокатуре. Сегодня, например, я столкнулся с одной очень интересной вещью. Мне позвонил один мой клиент. Мой позвонил. И говорит, Байке, говорит, мой вопрос не решается, но мне поступило такое предложение. Ну, давайте это, я просто утрирую, на себе говорю, чтобы того человека не говорить. Но есть такой один момент, что оказывается, вот так, что приходят клиенты и говорят, мы твой вопрос решим. Приходят какие-то оперативные сотрудники, я их не знаю, я их в жизни не видел, этих оперативных сотрудников, но мой клиент говорит, приходил какие-то оперативные сотрудники, которые сказали, у вас проблемы, моим родственникам моих клиентов или клиентов адвокатов, и говорят, у вас проблемы есть в судах и в следствии. Если вы пойдете с нами на договор, то мы ваш вопрос там решим, а здесь вы уговорите вашего адвоката, дать ему деньги, уговорите получить у него деньги, а потом этот зайдет и даст судье. И тогда мы сразу поймаем и судью, и адвоката. Или же следователю, или же своему же сотрудники друг другу даже вот такие вещи делают. Но это проблема та, что обвинять адвоката в том, что он вот такой вот нехороший негодяй, это неправильно, потому что он выполняет свои конституционные права, которые ему даны на защиту своих людей. А здесь получается совсем иная история. Просто приходят и уговаривают клиента дать показания на адвоката или же дать деньги адвокату, чтобы этот адвокат зашел к судье. И вот это, то, что сейчас творится, это надо вам, судьи, это наглядный пример. Именно наглядный пример. Из-за того, что вы прогнулись, и вы потеряли чувство ответственности за каждое принятое решение, и за счет этого вас же самих и долбят, и будут долбить, Да, правильно, Рамиль, он всех адвокатов обвинил в том, что я не скажу, что среди нашего сообщества есть, я не могу сказать, что среди нашего сообщества есть такие люди. И у меня были такие случаи, но по мне немножко ошибаются, Да, когда-то я тоже был, это было очень давно, об этом даже уже история даже может быть, когда, может быть, я где-то пару-тройку раз я заносил, вопросов нету. Было такое, что там мне пришлось просто, когда судья просто из Геккертека вытащил его так и сказал, пускай мне принесут. И тогда у меня тоже такие случаи. Но на сегодняшний день я никогда не заносил, не заношу и не буду заносить. Я всегда буду давить своим авторитетом, знаниями процессуальности. Вот. Поэтому так. А теперь еще один скажу. Почему я очень злой на суд Первомайского района. 30 числа рассматривалась обычная мера пресечения. Продление срока следствия и меры пресечения. Продление. И на этом продлении 30-го уже судья удалился совещательно. Там продление, он просто мог сказать, все, оставить в силе, все. Но судья нас выслушал,
пошел в совещательную, опять совещательная пришел, и говорит, я на завтра отставляю процесс. Ну херня дело. Он говорит, на завтра оставляю процесс. 31 августа, это день независимости, когда никто не работал. Назначается с 30 на 31 и говорят, суд будет 10 часов. Я приезжаю в суд, за мной едет белый легендарный бусик. Белый легендарный бусик. Но я этот бусик наизусть знаю, вплоть до вмятин. Там всегда сидит спецназ. Я заезжаю на стоянку Первомайского районного суда, там вдалеке сидит бусик. Я захожу на процесс, процесс не идет. Судьи, говорит, нет. Ну хорошо, судьи нет, я взял, уехал. Не успел доехать до дома, меня опять вызывают, меня опять звонит секретарь, говорит, зайдите. И вот так вот, я приехал опять назад, Жусуп, вот, мол, нерсені абдан көтерсің болады ли жоғарғы кеңестің, кам? Потому что бұл бойынша, бұл өте тура емес адвокаттар бойынша. Әрбір адамның адвокаттарға по-любому қайрылады. Ол жерде адвокаттар жөнінде абдан тура емес нәрселер айтылып кетті. Судьялар мажбурлайды адвокаттарға алып келгенде. Ана адвокат барып алып барады. Бар емес. Бірақ барын айтып болбойды да. Ошону Жусуп көтөрсөң, жогорку кеңештен укам көтөрсөң жакшы болот эле. Бул өтө мындай чоң нерсе да. Бул абдан катуу тийип атат да бизге. Анан потом, когда процесс начинается, судья не начинает процесс. И мне приходит, и секретарь говорит, зайдите в кабинет судьи. Я говорю, я не зайду в кабинет судьи. Ну, вас просят зайти. Я говорю, я не буду заходить в кабинет судьи. Я не буду заходить. Ну, сейчас процесс, сейчас подождите, вот час. Я выхожу на улицу, смотрю, этот белый бусик уже рядом с моей машиной стоит. Ну, я этот бусик знаю, я это увидел, я понял, что это постанова. И что, я дурак, что ли, заходить к судье? Меня хотели подставить, судья хотел меня подставить, со мной поздороваться, здесь люминесцент якобы останется, и меня взять и сказать, оба-на, поймали Хасанова. Не вышло. Потому что я знаю, такие вещи я не играюсь. В такие вещи не играюсь. И это не получилось. Мара, привет. Этого не получилось. И когда этого не получилось, судья вынес решение продлить срок содержания. Я говорю, да ради бога, продлевайте, если на то пошло. А теперь сегодня информация вот такая. Вот один адвокат просто пришел и говорит, мне рассказывает. Я говорю, да мне эта практика заснула. Меня этим уже во времена там Баява Алмаз Арсеновича, хотя я уважаю этого человека, но окружение Алмаз Арсеновича, она меня тогда пыталась. Они тогда еще ходили, тогда председателем ГКМБ. Тогда Серизбаев был председателем ГКМБ. Когда к моим клиентам тогда тоже подходили сотрудники спецслужб и говорили, просили, мы ваш вопрос решим, только на Хасанова дайте показания. Сейчас опять повторяется то же самое. Вот, Камчыгы Дыршаевич, вот, честное слово, вы чересчур очень много, я вас понимаю, вам некогда, вы действительно работаете, я ничего не могу сказать, вы действительно работаете. Мы видим вашу работу, Но дело в том, что в каждом ведомстве есть нерадивые сотрудники, которые просто вот дали задание, а он рад услужить и бежит, есть так точно и выполняет действия ваши. И потом вот этот адвокат, он плачет, говорит, моему клиенту, говорит, пришли и просят, чтобы те на него дали показания, что он якобы получил деньги. Он говорит, Ханатбаги, я вообще не получал, но те, говорит, вопрос решим, говорит, и меня на торг, говорит, поставили. Как мне самому быть? Я говорю, ничего не делай, говорю. Защищай свои, пользуйся законом об адвокатуре, защищай своего клиента, но никогда не перешагивай это. Ну это ж так и есть же. Камчыгы Дыршаевич, просто я же еще раз повторюсь, вы действительно, вы работаете,
вы не можете все проконтролировать, но у вас есть тоже нерадивые сотрудники, как и есть в адвокатуре нерадивые многие адвокаты, есть, которые работают там таким образом, я не могу сказать. Вот. Есть и судьи нерадивые, я не скажу про всех судей, я не скажу про всех адвокатов, я не скажу про всех сотрудников следственных органов, но я вам скажу одно, что есть такие нерадивые, подлые люди, которые стряпают дела. Стряпают дела. И вот эти дела потом, эти нерадивые сотрудники даже не понимают, что они играют жизнью человека, понимаете? Завтра посадили этого человека, или же у человека жизнь сломана. Вы же сами через это прошли. Вы же видели беспредел самой судебной системы. Ваши адвокаты, я же тоже помню, как вопрос решался в городском суде. Многие вопросы как решались. Я же помню же эти вещи. Вы же прошли это. Да, есть нерадивые. Но стряпать дела зачем? Зачем вот так вот просто комкой? По факту тогда ловите и все. Я не удивлюсь, если завтра Хасанов говорящий, Хасанов против этого, надо его убрать. Да, Хасанов многим не нравится, следователям многим не нравится, оперативникам многим не нравится, потому что я всегда говорю правду. Я никогда не пойду с призывами о свержении конституционного строя, потому что я законник, я буду жить по закону. Но я никогда на это. Но ваши сотрудники опять будут стряпать дело или же писать доносы. Я всегда говорю, ребята, сотрудники, которые хотите на меня писать, да придите со мной напрямую, поговорите, я человек общительный. Ваши сотрудники службы анализа прогнозируемых политических рисков в свое время приходили у меня спрашивали. Или ваша десятка, семерка, они приходили и прямо задавали вопрос. Я прямо отвечал на эти вопросы. У меня нету и не было желания призывать людей к каким-либо противозаконным действиям. Существует закон. И пускай этим законом будем жить. Плохой закон, хороший закон, но это закон. А стряпать дела, потом вот эти всякие прослушки с друг другом. Если помните, у меня был один такой. 6-месячный разговор слепили в один. Это тогда еще один товарищ был начальником вот этих в МВД. Из 6-месячного разговора слепили вот так вот, слепили и опять дернули. Ну зачем заниматься таким стряпанием дел? Зачем? Зачем вы сейчас хотите разрушить какого-то, зачем? Вы вначале, вы в дознании измените все, в дознании. Дознание, пускай законом вот так вот руководствуется и смотрит, есть состав преступления или нету состава преступления. Если нету состава преступления, то нечего тогда дальше. Вы сами это даете возможность. Вы сами к этому ведете. И когда к этому ведете, идут, я не говорю, что не получают, но идут. Вот в чем проблема. И поэтому подумайте, зачем вот такие вещи? Вы понимаете, что этим самым вы даете судьям. Уровень судей, посмотрите сегодняшний уровень судей. Это вообще кошмар. С этой ротацией столько делов наделали с этой ротацией. Это сейчас в некоторых судах ты просто удивляешься, когда заходишь на санкцию, а тебе зачитывают приговор. Если вы так хотите наказать судебную систему, тогда сначала вы просто это телефонное право сначала уберите и заставьте следователей работать по закону. Есть состав преступления, накажите. Нет состава преступления, не лезьте. И не надо этим вашим айтишникам стряпать такие переговоры, разговоры и на этом делать доводы. Зачем?
Оно же выйдет в любом случае. Не сегодня, не завтра, но оно выйдет. Или я неправильно говорю, уважаемые адвокаты? Мара, ты смотришь. Рамиля, ты смотришь. Ответьте, я правильно говорю или неправильно говорю? Вот, адвокаты здесь смотрят. Вот такие вот вещи. Вот мне некоторых судей даже жалко. Вот реально хорошие судьи есть. Вот реально хорошие судьи. Вот старые судьи, с которыми я работал раньше, они все равно более порядочные. Вот реально они более порядочные. Вот я многих, вот в Октябрьском у меня есть коллеги мои судьи, порядочные. Вот в городском суде есть мои судьи, с которыми я работал вместе, они порядочные. В Верховном есть. Ну посмотрите ту молодежь, которую набрали. Ну это кошмар. Это просто кошмар. Там просто без этого не обойдешься. Без вот этого не обойдешься. Либо надо авторитетом давить, или кричать, орать, или же по прямому эфиру говорить, как я, каждое дело. Или же тогда в безвыходное положение ставят, и они несут. Уже забыли, уже боятся. Мне даже обидно за судебную систему. Превратили черта во что превратили. В особенности это Первомайский район суд, это вообще кошмар. Кошмар Первомайский районный суд. Это вообще уму непостижимо. А потом обвиняют в этом адвокатов. Да что вы адвокатов обвиняете? С дознания начните законно. Адвокат никогда не пойдет на такие вещи. Начните вот по закону, начните с дознания. Сначала состав преступления, его признаки, потом пошло, все по закону, свидетеля, опрос, очная ставка, то-то, опознание. Вот такие вещи сделайте, вопросов нет. А стряпать дела зачем? Зачем против судей работать? Уговаривать некоторых адвокатов, чтобы он занес судье. У нас тоже есть такие адвокаты, которые специально могут и судью подставить. Были случаи. Ведь время проходит, понимаете, время проходит. Вот, посмотрите тех судей, которые когда-то осудили Садыр Нургоджоевича, Камчак Кадыршаевича. Где они сейчас? Они не судьи. И адвокатами они не могут быть. Им стыдно быть адвокатом. Посмотрите те, которые Текебаева судили. Те, которые Исакова судили. Где они сейчас? Они и среди адвокатов не могут ходить. Бед не позволяет. И судьями не стали, их не пропускают. Вот правильно Светлана Пчелинцева говорит, вы очень правильно. И именно с дознания начинается стряпня. Стряпня не только с дознания. Стряпня начинается с момента, когда оперативный сотрудник, нерадивый оперативный сотрудник стряпает, факты стряпает и дает следователю. Вот оттуда начинается. Вот такие вещи творятся. Алтынбек, мына, сен адвокатсың, сен уважаемый адвокатсың, ты бывший следователь. Я что, неправильно говорю? Бүт адвокаттарды мындайлы бирле эмеге кылган болбойт да. Скажи. Алтынбек Токтосунов, скажи свое мнение. Или мы не сталкиваемся с таким? Гульнар Эже, здравствуйте. Светлана, привет. Правильно говоришь. Верховный вообще кошмар, что творится. И ведь они-то и... Это, понимаете, вы сами, вот эти с дознания следователи, оперативные сотрудники, потом судьи, вы же и устраиваете саботаж руководителям нашего государства. Своими вот этими. Народ-то, он же не будет молчать, он будет говорить об этом.
И вы же сами к этому подталкиваете людей. Зачем подталкиваете людей к нарушению закона? Сами изначально перестаньте нарушать закон. Ради того, чтобы получить там погоны, звездочки или же поощрения, вы начинаете стряпать. Вот такие вот пироги. Азамат, давайте адвокаты, кирбейсиңер чогуу, давайте сүйлөшөлү могу жерден. Ну что прокуратуру? Прокуратура есть прокуратура уже, все уже. Прокуратуре дали право утверждения обвинительного акта, это уже говорит обо всем, что уже гособвинитель будет выполнять. Ну, сделайте такое, уберите вообще утверждение, пускай прокурор. У прокуратуры и так сил много, прокуратуру возможностей много, чтобы посмотреть, надзирать за законом. Наоборот, если утверждение все убрать с прокуратуры, если есть институт следственного судьи, то начато это нужно. Вот. А зато гособвинитель, если... А то зам генеральный утвердил, все, районный гособвинитель он будет поддерживать. Он хотя видит реальность дел. А зам генеральный-то все дело не видит, ему подсунули, он и поставил. А тот против своего замгенерального пойти не может гособвинитель, не может состязательно. Он будет поддерживать то, что утвердил замгенерального. А если бы они не утверждали бы, то институт следственного судьи заработал бы. Привет, Джанат. Джанат, зайдешь, может, тоже свое мнение скажешь? Вот такие вот пироги. Вот такие. Сегодня просто вот эта информация прошла, и вот такая информация прошла, и после этой информации просто, ну нельзя так. Нельзя так. Нельзя использовать государственную машину, государственную, для уничтожения своих там должников или своих там оппонентов или еще. Нельзя этого делать. Нельзя. Давайте жить по закону. Ну, улучшите законы. Джусуп, вы же, ну, что вы там сидите в Джоркинеше? Займитесь законодательством, займитесь судебной системой. Ясно. Просто провоцирует. Вот я 100% уверен, сейчас и против меня еще что-то, наверное, готовится. Да против каждого адвоката готовится сейчас какая-нибудь ерунда, лишь бы, чтобы это... Они сейчас обязательно склеят то все. Вот Барчин хочет участвовать. Ну, давайте одобрим. Рамиля, зайдешь, скажешь свое слово? Или Светлана, давайте вы тоже зайдите. Вот такие вот пироги творятся. Так, кто там зашел-то? Ой, кто там? Так, что-то никто не хочет говорить, да? Вы не хотите говорить, участвовать? Ладно. Барчин не хочет говорить.
Вот такие вот подставы идут. Ну зачем на такие подставы идти? Да, Светлана Пчелица, вы правильно говорите, клиенты соглашаются на провокацию ради своих интересов. Они вынуждены идти соглашаться, и плевать тоже им. Надо свое решать же. Барчин Токторбек, добрый вечер. Вы сами попросились, но что-то не захотели. Так, я так понял. Так, Рамиля, тебя нету? А вот за адвокатов заступиться некуда. Председатель совета адвокатуры убрали. Других совета адвокатуры почему-то молчит, не смогли сказать. Я ждал, все-таки думал, альхамдулillah, альхамдулillah. Светлана, давайте зайдите, а. Вот, Алтынбек, я знаю, 70 адвокатов взяли на прослушку. Ну а смысл? 15. Ну, я не знаю, наши адвокаты должны выбрать все-таки того человека, который хотя бы будет защищать права адвокатов. Я не знаю, кто будет. Еще раз, Рамиль, давайте. Гульджигит Джанат. Первый враг адвоката – это его клиент. Но так и получается. Когда клиенту предлагают сотрудники, говорят, мы твои вопросы решим, ты только дай показания, они на этих показаниях играют. И ведь понимаете, вот вся проблема в том, что, например, самому руководству-то некогда этим заниматься. И преподносят же именно вот эти нерадивые сотрудники. Вот видите, он вот такой деп. Беті жоқ тұрыш. Вот такие вот дела. Адвокаты инертные, не могут сами защищать. Одобряю, Рамиль. У тебя что-то с телефоном. Прими мой запрос. Опять нам надо принять. Вот такие вот пироги. И вот сегодня просто можно сказать, это ответ можно сказать, ну, Камчат Дашаевич, вас неправильно информировали. Вас неправильно информировали. С себя ответственность снимать не надо. Начните со своего дознания, начните со следствия, начните с тех судей, которые... Если будет все по закону, адвокату неинтересно, невыгодно. Он получил гонорары, ему этого хватает, куда я расчегурю. Уважаемые друзья, вот такие вещи творятся. А то, что творится в следствиях, это вообще кошмар. Это просто, я не знаю, как это можно без признаков преступления сажать людей. Но за это же ответственность есть. Ладно, нету сегодня ответственности уголовной, но есть же другая ответственность. Вы на том свете же будете же к этому. Еще поражаюсь, как это можно взять и просто человека по наговору посадить. Не трогайте вы адвокатов, мы работаем, мы защищаем людей. Не трогайте. Зачем трогать наших адвокатов? Следствие, сначала следствие правильно расформируйте. Уберите вот этих, тех, которые вот нерадивых вот этих следователей. Нерадивых уберите. И тогда все поменяется. Не надо никаких реформ, не надо никаких реформ. Просто ужесточите и назначьте персональную ответственность за каждое принятое процессуальное решение простым следователям, простым оперативникам. И тогда все будет нормально. Вот такие вот вопросы. Если я некоторых судей обидел, то пускай они судьи не обижаются. Но есть среди судей те, которые просто
Салам алейкум принесешь, не принесешь, не в твою пользу. Ну, зачем торговаться? Просто, если я начну говорить, то это очень будет проблематично для многих судей. Если я начну говорить, то это будет очень проблематично для многих следственных органов. Я же не говорю, я просто говорю, чтобы все решалось по закону. Все, просто решайте по закону, и все. Наверное, никто не хочет больше участвовать. Всем привет. Я думаю, много не надо сидеть в эфире. Большой вам салам, Аллах, Кыргызстан. Мы все равно Кыргызстан будет самым лучшим государством. А адвокаты наши будут все равно защищены. Всем салам алейкум.